desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world and fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Come on, all of you. Знаете, какой есть плюс в Якутии, когда наступают холода? Это вот то, что большинство людей без гаражей на бензиновых двигателях, они начинают замораживать свои авто. Посему становится гораздо меньше пробок. Обычно это заметно, когда становится минус 30, минус 20. То есть пробочек, как правило, становится гораздо меньше. Машины становятся на прикол в разные там дома, гаражи, железные, не железные, холодные, не холодные. Все это у нас ставится туда. Вот. Ребята, всем привет! Сегодня у нас конец октября. И знаете, что я узнал сегодня? Что этот год на 13 градусов теплее, чем прошлый. Представляете, сейчас примерно днем 12 часов дня 7-6 градусов тепла, это просто космос. Поэтому надо поехать помыть машину. Заеду на автомойку, помоем, посмотрим. Конечно же, все прилипнет, эти все резинки, все вот это вот двери, все прилипнет. Но так как у нас в октябре был вообще дождь, в середине октября в Якутии, в Якутске дождь, все растаяло, просто вот, то есть выпал снег, я думал уже все, он будет лежать до следующей весны. Нет, он нифига не пролежал, он просто взял и растаял, то есть вся грязь, то есть все вот это вот опять налипло на машины. И поэтому вот все сейчас 90%, наверное, автомашин до вот буквально там недели назад были просто все чумазые, чумазые. И вот, ребята, вот что интересно с погодой? Как у вас погода вообще в ваших регионах? Потеплело или не потеплело? Такое ощущение, что просто вот погода начинает сходить с ума. И в Якутию в это время я точно не помню, но точно было минус 17 в середине октября. В каком-то году я просто это замерял на телефоне. То есть телефон, я вытащил телефон, у меня просто сразу замерз и все. Поэтому в принципе сейчас очень тепло для Якутии. То есть машину в принципе можно не подогревать в плане там теплым, как его, даже забыл это название за лето. И кстати, как похолодало, сразу куча машин пропала. То есть я заезжаю на остановку, я останавливался вот на ночь, да, ну, возле дома, грубо говоря. Постоянно были там проблемы с тем, что машину нигде было припарковать, тупо нельзя припарковать. То есть за лето, вот до этой весны, осени, нельзя было припарковать. Сейчас просто нету машин. То есть лепота. То есть вообще лепота, ребята. Нравится. То, что бензин сейчас вообще космос стоит, ребята. Я вот на охоту, я обычно езжу в город Среднеколымск. И вот буквально недавно, вот 2-3 дня назад, мне попалась фотография оттуда, Среднеколымска, где бензин уже стоит 92-й 70 рублей фактически. 69
Бля, ты как выезжаешь-то, парень? 69,50, по-моему. Ну, 70 рублей, грубо говоря. И интересно, там дизельное топливо. Аббревиатура, это что означает, кто знает? Ну, мне кажется, это Арктика. Но там еще было дизельное топливо Z. Вот это вот тоже непонятное. То есть зимняя там завода, или как она, эта аббревиатура переводится, тоже интересно. Но там, по-моему, не было ценника. Также, ребята, не забываем про наш челлендж. Вообще бензин сколько сейчас у нас стоит? Смотрим. 56 ровно, да? Fuck you. Блин, заговорился, я проехал поворот на автомойку. Пока разворачивался, тут уже столько людей набегло, столько машин на автомойку, чтобы, грубо говоря, помыться. Потому что понимает, что еще пару-тройку дней и уже, возможно, станет совсем холодно, и уже машину будет, в принципе, уже не открыть. Надо будет там в гараж или как-то так. Кстати, в Якутии зарабатывают 30 тысяч рублей на бюджетных организациях. Так и она осталась. То есть никаких там не 50, никаких там не 60. В каких-то организациях там таких, я не знаю даже каких, не могу представить. Но в среднем 30 тысяч рублей это норма для Якутска. Так что бензин, если подорожает до 70, а ничего не помешает ему подняться. Там, по рублю, по копеечке, по чуть-чуть она будет подниматься, и ничего не проедет. Ну как, я даже не знаю. Блин, стоит смысл стоять уже час на автомойку или заехать уже позже, тратить время. Блин, ну вот буквально на 100 метров проехал, пока разворачивался, уже, блин, набегли люди, наехали, вернее. Кстати, ее продают, по-моему. Так что кто-нибудь из России, если хотите переехать в Якутию и начать свой бизнес, продают здание с участком, газ, вода, тырым-пырым, номер телефона, автомойка. То есть бизнес идет даже зимой. Тонировки до сих пор не снял. До сих пор был один случай, когда гаишник остановил и спросил у меня, почему затонирован. Ну вот просто спросил, да? Почему затонирован? Как бы, все без тонировки ездят там, да? А ты почему? Блин, грязная машина, конечно, так себе. Кому-то пофиг, надо, блин, все-таки помыть. Все-таки надо помыть. Ребят, кто-нибудь вообще думал, что будет там через 18, допустим, лет? Мне просто интересно, если мне вдруг так повезет, я вдруг доживу через 18 лет, да, то есть я посмотрю это видео через 18 лет, и машины также будут, грубо говоря, ездить по земле, не летать, там, на квадрокоптерах мы не будем перемещаться, не знаю, будем ездить на обычных лифах, которые будут проезжать там 500, 1000, 2000 километров на одном заряде, или там способность самому заряжаться от солнечных, от солнца, грубо говоря, да, 100% там за 5 секунд. Какие-нибудь там суперконденсаторы, вот эти вот, все это когда придумают, вернее, даже не думаю, что его придумают вообще такое, да, суперконденсатор, это вообще для меня такое понятное, но с другой стороны, как это будет через 18 лет? Почему именно 18 лет? Просто так получилось, что у меня недавно родился мальчишка. Я вот думаю, когда ему будет 18 лет, он будет знать, что такое менять свечи, что такое заливать бензин, вообще будет ли вот такое у него понятие лошадиные силы, там, я не знаю, может,
будет все в ньютон-метрах, там, не знаю, как-то считаться, либо киловатт-часах будет считаться к тому времени. Наверняка будет уже к тому времени джипы. Просто я вот вспомнил к чему. Я когда ставил машину на учет, там один гаишник мне сказал: я не куплю себе электромобиль, пока не сделают 4 ВД и джипом, чтобы можно было ездить на охоту. То есть это было примерно год назад, и он мне такое сказал, да? Это было там 7 января или что-то такое. Я так подумал, джип на электротяге, да почему нет, в принципе, можно же как-то посмотреть в будущее, просто представить такую систему, да, что просто вот едешь, машина сама заряжается, там суперконденсатор, батарея стоит, которая просто сразу вот хоп и впитала в себя, не знаю, там 100 киловатт, 200 киловатт просто из ниоткуда. В принципе, говорят, что это возможно. То есть я недавно посмотрел видео, где один ученый разработал там в течение 16 лет, он там разрабатывал формулу, которая способна сейчас уже там что-то сделать. Ну, короче, вот уже он обещают, что в 2020 году в начале уже начнутся производство этих батарей, которые будут сколько-то там раз, миллион раз там впитывать быстрее энергию, быстрее будут. Ребят, вообще видео делать, ну, сегодня почему решил вообще снять видео, типа прорвало снять видео, ну, во-первых, погода, да, 6 градусов, и вообще давно не делал видео, столько мыслей накопилось по поводу всего, да и дел очень много появилось. И вообще, я честно забыл, как там поворачивать налево. По сути, когда он указывает жезлом на нас, получается, да, можно повернуть налево. То есть редко случается, когда стоит у нас регулировщик. Тут постоянно что-то у нас поломанный светофор. И камеры у нас ставят. Вот камеры поголовно ставят, куча камер. Возможно, и поэтому у нас не работает светофор. Так, ну покажешь, чтобы я повернул налево или нет? О, ебой. Так, пешеходы. Проходим. Ну все, проскочили мы этот светофор. Поехали дальше. Решила я все-таки поехать на автомойку. Все-таки сегодня самый теплый день в предстоящем будущем. Самый теплый. Соответственно, надо мыть машину прямо сейчас. Ехать пока еще. Может быть, она высохнет еще вот при плюс 6. Ой, минус 6. На охоту, кстати, кто ездил на охоту, всем респект. Мы так и не смогли выехать по ряду обстоятельств. Ну, надеюсь, весной поедем, либо зимой на рыбалку, на нашу любимую рыбалку. Поедем в Строганцово. Надо. А то я уже соскучился. Так, если честно, хочется строганины свежей, только что выловленной. Аж слюнки текут. Но, кстати, да, надо еще и похудеть. Вчера задался таким вопросом, а не похудеть ли вообще? За 10 месяцев на лифе набрал порядка 90 весил, да? Сейчас
ну, порядка 15-17 килограмм плюс. То есть там выше 100 килограмм. Надо похудеть, желательно. Ого! Смотрите, какое литье. Кстати, у меня был вопрос по поводу... вот вышел новый iPhone, да? Буквально месяц назад. iPhone 11 Pro Max. Естественно, пришлось купить своей. Купил. Сейчас захожу на сайт, смотрю, он стоит уже 86 999, по-моему. Ну, это на 64 гига, которые там 3 камеры, туда-сюда. Так вот, получается, даже месяца не прошло, он упал на 13 тысяч. Представляете? То есть, если бы я сейчас его покупал, у меня было бы сейчас 13 тысяч. Но я брал его хитро. Я брал его, не то что хитро, я брал его в рассрочку. А когда берешь рассрочку, там есть скидка. Скидка составляла там 92 тысячи, по-моему. Он стоил по скидке. То есть, если берешь в кредит, в рассрочку, и сразу оплачиваешь, то получается такая вот скидка. Но в следующий раз, наверное, не получится взять в том банке такой кредит, такую рассрочку. Наверное, все знают об этом. Наверное. Ну, я раньше, например, не знал. Вот полазил там, случайно наткнулся на YouTube там видео, и там парень рассказал, как он купил какую-то экшн камеру за 30 тысяч, которая стоила, она ему обошлась там 25, наверное, тысяч, что-то такое. Удивился, решил попробовать, пошел и купил за 99 тысяч. Теперь надо выплачивать сколько-то лет, не знаю, год или 2, не помню уже. 2 года, по-моему, да, 24 месяца, это 2 года. Надо выплачивать кредит, home кредит, по-моему. Ну, вообще, прикольная тема, если честно. В том плане, что херакс, месяц прошел, а телефон-то подешевел на 13 тысяч. Как так-то? Как, ребята, так? За один месяц, а? На 13 тысяч. По-моему, сейчас можно в Xiaomi за 13 тысяч купить какой-нибудь предтоповый, да? Наверное, так. Потому что Redmi Note 7, по-моему, можно было купить за эти деньги. Был у меня до этого Redmi Note 7. Вот буквально на прошлой неделе я его продал за 9,5 тысяч. Хотя покупал в феврале либо марте за 17 тысяч. То есть даже полгода или полгода прошло, и просто тупо цена падает в 2 раза. Бам, и все. А на iPhone даже месяц не прошел, и упало 13 тысяч. 86 тысяч сейчас стоит 11 Pro Max на 64 гига. В каких-то там цветах, в любых, наверное. Это я вот, кто в Якутске живет, это в магазине Mobby Shop. Я вот сегодня посмотрел в Инстаграме. Так что так бы у нас дешевели лифы. Лиф, честно, не знаю, что это точно. Заходил там на какой-то там сайт. Там был лиф 15-го года. Представляете, 15-го года 555 тысяч. Aero Style, там что-то там всякие разно. Но я в это не верю, ребят. Ну, это смешно, это не может быть. Это какой-то убитый, наверное, лиф за 555 тысяч 15-го года. Ну, что-то не верится, что он там прямо в идеале, как там пишут, наверное. Ну, не верю. Мой, если честно сказать, обошелся
доставкой, со всей там 725, что ли, вышел, ну, со всеми там резиной, слабоухой, там туда-сюда, 725 рублей. О, доехал я наконец-то до автомойки. Сейчас буду заезжать. Заезжаем. Есть там сегодня очередь или нет? Почему я именно сюда еду, сам не знаю. Так, пойду схожу. Просто реально интересно, ребят, кто-нибудь вообще заморачивается и моет машину свою зимой? Наверное, да, наверное, каждый моет, потому что, ну, у нас зима долгая, один раз помыл, 4 месяца и не паришься, там, чуть-чуть там пыль накопилась сзади, да и все. Заехал в тепло, сразу все просто, пау! Окна запотели, хи-хи-хи. Ну что, полчаса помоют, посмотрим. Так, вот коврик ледяной, грязный. Сейчас попробуем его отряхнуть, что получится от этого. О, стоп. Ага. Ну все. Ну это так чуть-чуть, да. Его водой сейчас, если пройти, Ага. то все, он будет чистый. Его не надо ни мылить, ни пенить, ничего, это самое. И он не дрявый. Он да. не дрявый, да. Отлично. Это самые лучшие коврики. Слава богу. Так. О, блин. Задний.